Главные новости республики на ТНВ. Богдан – долгожданный ребенок в семье. Его рождение было настоящим подарком. В 1,5 года у малыша случился приступ, который в одночасье перечеркнул всю жизнь молодой семьи. Все осталось в прошлом, в настоящем только боль, одиночество и страдания. Каждая семья, на долю которой выпадает такое горе, замыкается в себе. Они не привлекают к себе внимания, они становятся для общества незаметными, но в их затерянном мире есть и мимолетные радости, которые связаны с хоть малейшими проявлениями надежды, и минуты глубокого несчастья и разочарования, когда на исходе не только душевные силы, но и материальные возможности семьи. Мы постараемся посчитать расходы этой конкретной семьи для поддержания жизни своего ребенка. По словам мамы Богдана Алины, ежемесячно на специальное питание его сына, а ест он только через зонд, уходит по меньшей мере 10 тысяч рублей. 8 тысяч – это расходы на лекарства. Те, что выделяются государством бесплатно, по мнению родителей, неэффективны. И согласитесь, что ей, матери, знать лучше. Еще 7 тысяч рублей уходит на расходные материалы, на памперсы, салфетки. В итоге получилось 25 тысяч рублей. Это сумма жизненно необходимых, но минимальных расходов на месяц только на одного больного ребенка в семье. Это еще без учета одежды и реабилитации, сумма которой в платных клиниках начинается от 50 тысяч рублей. Сюда мы еще не включили стоимость услуг ЖКХ. Это еще плюс 7 тысяч рублей в месяц. Льгота 50% есть, но только на Богдана. Еще расходы на транспорт. Но ведь и родителям нужно на что-то жить, на что-то выживать. Пенсия ребенка по инвалидности составляет чуть больше 12 тысяч рублей. Пособие матери по уходу за больным ребенком – 5500 рублей. А теперь сравним расходы и доходы. Цифры несопоставимые. 25 тысяч рублей – минимальные расходы на ребенка, 17 500 рублей – это совокупный доход семьи, куда вошла уже пенсия Богдана, которую, по сути, считать вообще некорректно. Как может прожить семья с больным ребенком на руках вот при таком раскладе? Если официальное пособие матери 5500 рублей, то есть ее официальная зарплата ниже стоимости минимального набора средств существования, то есть ниже прожиточного минимума, ниже законодательно установленной минимальной оплаты труда. Нищета. Мы, можно сказать, на самом нижнем уровне, потому что за эти деньги никак не прожить. 5-й год подряд во многих регионах России, в том числе и в Татарстане, родители выходят на улицу с призывом поднять пособие по уходу за больными детьми. В прошлом году администрация города разрешила провести митинг в поселке Дербышки. Это, как мы знаем, практически пригород столицы. В этом году выделили место вот здесь, в парке Тинчурина. Как мы видим, тоже место немноголюдное. Из заявленных 150 человек на митинг смогли прийти только человек 30, не больше. И все потому, что этим людям зачастую просто не с кем оставить своих детей. Впервые незаметные люди из затерянного мира вышли вот так на улицы более чем в 20 городах по всей стране. Петиция к президенту России Владимиру Путину собрала почти 1 миллион подписей. Это видеокадры от Калининграда до Красноярска, где прошли митинги с требованием повысить пособие по уходу за детьми. Обреченные на ежедневные проблемы, женщины с колясками в руках, куда вместо детей были посажены большие плюшевые игрушки, просят отнюдь не милостыню, а довести пособие родителей хотя бы до размера минимальной оплаты труда. То, что, по их мнению, положено каждому россиянину по закону, то, что гарантируется в Конституции. Обычные люди, которые здоровые дети, они даже боятся больше одного ребенка заводить, потому что это такие материальные проблемы, это так сложно. А у детей, у которых есть дети-инвалиды, у них зачастую 2 ребенка, 3 ребенка. Их тоже надо поднимать, они тоже требуют материальных положений. Я мать-одиночка, то есть это хорошо, когда в семье есть еще один родитель, работает муж, да, то есть какая-то поддержка. Я вот одна воспитываю ребенка, это инвалид с рождения. На пенсию невозможно поднять ребенка, у меня с ДЦП. На 12 тысяч пенсии невозможно на месяц хотя бы даже курс ЛФК пройти. А в реабилитационные центры государственные стоит сейчас очередь по 9 месяцев, а то и на 2 раза в год. В Татарстане также пишут письма во все инстанции. В Татарстане также собирают подписи. Свыше 700 человек уже подписались под обращением к президенту республики. Семей же, которые находятся в подобном плачевном положении, намного больше. Свыше 14 тысяч детей с ограниченными возможностями живут в республике, и большинство родителей получают единственную зарплату – 5500 рублей в месяц. Есть регионы, где федеральная
федеральным пособиям ежемесячно добавляют региональные выплаты. Лицам, осуществляющим уход, доплачивают из регионального бюджета специально принятым постановлением. Более того, по решению самого же региона ежегодно эта сумма индексируется, то есть увеличивается в зависимости от размера инфляции. Самая большая региональная надбавка существует в Санкт-Петербурге – 14 тысяч рублей. Родители эту сумму получают дополнительно к пособию в 5500 рублей. В Москве – 12 тысяч рублей, в Нижегородской области – 7500 рублей, в Ленинградской области – 5500 рублей, в Республике Коми – 3000 рублей. В Татарстане такой ежемесячной региональной надбавки не предусмотрено. Очень обидно доказывать то, что действительно на эти деньги невозможно прожить. Вот. И родители вынуждены брать один кредит за другим, привлекать всех своих родственников. Все, что нам положено, нам приходится выпрашивать. Все, что нам и так обязаны дать, по идее, по закону, потому что мы выбрали же это государство, вы нам обещали все это. Если говорить с точки зрения законодательства, то, конечно же, это полномочия субъектов Российской Федерации. По мнению депутата Государственной Думы Айрата Фарахова, вопрос увеличения пособий по уходу за людьми с ограниченными возможностями – это вопрос, который должны были решать регионы самостоятельно, так как эти пособия в России были введены не отдельным федеральным законом, а указом президента в 2013 году. То есть, проще говоря, такого закона о подобных пособиях вообще в России нет. И для того, чтобы проводить их индексацию, нужно вначале принять сам закон. Я знаю о том, что Министерство финансов дважды изыскивало различные варианты этих решения вопроса, но вместе с тем курирующий вице-премьер их возвращал, потому что уровень индексации был недостаточным. И я в целом уверен и думаю, что если не в течение следующего года, то в рассмотрении следующего бюджета будет рассмотрен вопрос индексации. Еще в апреле этого года Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей выходил с предложением рассмотреть проект федерального закона, где предлагалось установить неработающим родителям детей-инвалидов ежемесячную выплату в размере 12 тысяч рублей с последующей индексацией. Однако депутаты в течение года неоднократно переносили рассмотрение. Так, 27 сентября из 102 вопросов законопроект о пособиях был 98-м по счету в повестке. Алина Богданова – и мама, и сиделка, и врач, и медсестра, и психолог, и реабилитолог. Так уж сложилась ее судьба. Ждет, что профессию мамы, особенного ребенка, государство все-таки признает и поддержит. Нам говорят, что давайте в детдом, отказывайтесь, усыпляйте вот эти другие родители здоровых детей, когда видят нас. Но мы этого не сможем делать. Какой родитель может кровиночку свою усыпить? Какой родитель может свою кровиночку отдать? Мы за них боремся, и все. По-другому никак. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.